Как подвергается молодежь в нашей республике таким пагубным воздействиям, как терроризм и экстремизм? В основном молодые люди попадаются на удочку вербовщиков или примыкают к ним через социальные сети. Как правило, все начинается с обычной переписки. Молодые люди начинают с ними переписываться, с вербовщиками, под предлогом того, что они хотят навести порядок там, да, в данной республике, либо еще вот, что здесь идет какая-то несправедливость. И вот в этом ключе идет разговор, он строится, и молодые люди начинают верить данным гражданам. И в этом ключе у нас возникает так, что дети, к сожалению, переступают переступают наш закон и начинают заниматься противоправной деятельностью. После того, как они понимают, что наши люди будут готовы к совершению террористического акта, они, соответственно, переводят им денежные средства, а те уже, ну, у нас есть черный рынок и так далее, посредством этого начинают покупать оружие, да, незаконно приобретать, переделывать и так далее, готовиться. Вот, к сожалению, у нас вот такие моменты есть, и именно все это идет из-за социальных сетей, из-за интернета. Со слов оперативного сотрудника, как правило, вербовщики– это отличные психологи, пользуясь импульсивностью молодых людей, их ревностным отношением к своей религии, к родине, поднимают в агрессивной форме те или иные вопросы, решать которые, по мнению вербовщиков, нужно здесь и сейчас, с оружием в руках. В текущем году у нас было заведено порядка 20 уголовных дел, да, в данном направлении. Вот, ну, в том числе у нас входит финансирование, да, террористической деятельности. По поводу финансирования, как у нас происходит. Очень часто есть у нас люди, которые выехали за пределы, и они у нас официально являются боевиками, им нельзя помогать, террористы внесены в список, да, запрещенный. Вот. Но многие им помогают денежными средствами, переводят денежные средства, не подозревая о том, что за это можно быть привлеченным к уголовной ответственности. Вот, к сожалению, у нас и такие случаи бывают в данной республике. Потом у нас также имеется в республике такие факты, как когда начинается разжигание межнациональной розни, да, то же самое у нас идет привлечение к уголовной ответственности. По поводу административных правонарушений, в основном деяния инкриминируются по статье распространения экстремистских материалов. Это могут быть запрещенные аудио, видео или фотоматериалы. Есть такой исполнитель у нас Тимур Муцураев. Некоторые, подчеркиваю, некоторые его произведения, они у нас запрещены вот, в свободном доступе. И многие молодые люди у себя на страницах, да, там, начинают распространять данные его произведения запрещенные. И у нас идет привлечение. Потом у нас есть такая организация, она запрещена в Российской Федерации, ИГИЛ. У нее есть флаг, белый флаг, черный флаг с белой арабской вязью посередине. Он у нас тоже запрещен. И если молодые люди у себя где-нибудь выставляют его, то, соответственно, то же самое у нас идет привлечение к административной ответственности. С августа 2021 года преследуются законом и так называемые АУЕшники. У нас есть такое движение АУЕ, да, арестантский уклад един. Данное направление у нас введено в список запрещенных, и за символику, да, восьмиконечная звезда, у них есть свои знаки, у них есть свои атрибуты, обозначения и так далее. Вот если за распространение, да, данных материалов, то же самое у нас идет привлечение к административной ответственности ну, там, по штрафу от 1000 до 2. Но все вы знаете, да, если вот даже получить такой штраф, вроде бы штраф маленький, вы становитесь уже на учет, у вас уже как бы остается след, и это может в дальнейшем уже повлиять негативно при трудоустройстве на работу. Родителям на заметку: проверяйте мобильные телефоны своих домочадцев, будьте знакомы с их кругом общения, обезопасьте себя и их от неблагоприятных последствий. Пока ребенок маленький, его можно наставить на правильный путь, ведущий к его благополучному будущему. Труднее всего вырвать из лап экстремистских и террористических идеологов. Адам Мережков, Акрамат Дасхоев, Новости 24.